Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы начинаем буддийский путь в новом году. В прошлом году мы рассказывали об истории буддизма в нашей республике, о выдающихся лам. Мы рассказывали о биографии тувинских учителей, которые оставили свой след и прошли очень интересный путь своей духовной жизни, посвящая все свое время развитию буддизма. 30-31 декабря многие паломники из Тувы уехали на учение в Бодхгаю, в штат Бихар, святую страну Индию. Бодхгая — это место, где Будда Шакьямуни достиг просветления, и там имеется священная ступа Махабодхи, и вокруг этой ступы находится множество буддийских храмов из разных стран. И тувинцы, они уехали к его святейшеству Далай-ламы 2 декабря после молебна долгой жизни его святейству Далай-ламе 14-му. Камблама Республики Тыва, Гелексек, Нацик Торжу, Мунгуш, Чамбал Пашкы, Эргит Шолбан Пашкы и Эртене Пашкы, все они смогли встретиться с мировым лидером буддизма. Они получили благословение. И когда мы видим эти фотографии, наше сердце наполняется радостью, и мы сорадуемся за наших земляков, которые получили колоссальную энергию от живого воплощения божества сострадания Ченрезик. И все паломники, которые уехали на святую землю Бодхгаю, они накопили очень много заслуг, помогая в освящении новой статуи, которая была установлена на берегу реки Енисей, а также они участвовали в наполнении тысячи статуй Будд. И благодаря накоплению таких заслуг буддисты могут уехать на святую землю Бодхгаю. И мы рассказывали на передачах о том, что не каждый может уехать в Индию, на святые места, пройти по тем следам, когда Будда Шакьямуни еще в своей жизни он даровал свое учение в местечке Раджгир, это недалеко от местечки Бодхгаи, и на горе Коршуна Раджгир он даровал второй поворот колеса учения, и там он даровал учение о пустоте. И Будда, он в своей жизни дал и повернул 3 поворота колеса учения, и первый поворот он совершил в местечке Варанаси, потом в местечке Раджгир. И эти первые повороты были направлены на дарование таких учений, как 4 благородные истины. Далее это учение о пустоте, о взаимозависимости всех явлений. И паломники, наши земляки, тувинцы, они смогли попасть на эти святые места, обойти очень много храмов, сделать подношения просветленным людям, учителям. Также они поднимались на святую гору Раджгир, посетили университет Наланда, и эти места, они вдохновляют человека, верующего, человека, который вступил на духовный путь. И его святейство Далай-лама всегда принимает гостей из разных стран, и наши группы, из нескольких групп, они могли посетить уже после учений и получить благословение. Вот на фотографии можете увидеть Монгуш Тиграна, который был у нас в студии, и до отъезда он рассказал о своем духовном пути, и сейчас буквально целая делегация, она возвращается в Туву, и 15 января они будут уже в Туве, в республике, и тогда мы можем их пригласить
и будем слушать об их эмоциях, о тех ощущениях, особенно когда человек знакомится и становится очень рядом с выдающимся человеком, как с его святейством Далай-ламой XIV. 31 декабря его святейство Далай-лама он даровал благословение 21 тары. Это женское проявление божества активности, она зеленого цвета. И зеленая тара – это богиня молниеносности, быстроты. Она быстро приходит и быстро помогает людям, потому что она дала обет о том, что она будет всегда защищать от тревог, от страхов, от врагов внешних и внутренних. И молниеносно она приходит на помощь людям, помогая от всех препятствий, от всех бед и невзгод. И когда человек начитывает эту мантру «Ом тари ту тари тури соха», и когда он визуализирует зеленую тару, и когда начитывает 20 восхваления 21 тары, тогда богиня зеленая тара, она спускается и помогает. И самое краткое, и этот текст начинается с таких слов, как «Ом Джесу Ма Пагмадул Малачак Цело». Это означает, что я поклоняюсь перед молниеносной великой таре. Есть очень множество историй о зеленой таре, и в интернете вы можете услышать о том, как нужно визуализировать, как нужно практиковать, и что нужно думать, когда мы приглашаем в процессе визуализации эту богиню, что нужно представлять и начитывать. И богиня 21 тары, она окружена с разными проявлениями, тарами. Они бывают красного цвета, белого цвета, желтого, зеленого и темно-синего и черного цвета. И каждая тара имеет свой функционал, она подходит к проблеме особенно и точечно. И каждая тара, она имеет свою мантру, и есть тоже материалы по прочтению этих мантр и как нужно правильно начитывать и визуализировать 21 тару. И если вы хотите более глубоко услышать о комментариях практики 21 тары, вы можете зайти на страничку Пема Тензин, и вы увидите там коллекцию видеоматериалов, видеолекций учителей, как Геше Лобсам Пунсо, который даровал учение о 21 таре. И все видеозаписи, они хранятся в страничке Пема Тензин, и вы можете увидеть там очень много фотографий, которыми мы делимся с вами, и которые были собраны в течение 5 лет. И также все эти лекции посвящены развитию буддизму, историю, как появился буддизм в нашей республике. И все эти передачи, которые мы записывали здесь, в студии, и те сохраненные записи вы тоже можете увидеть на страничке Пема Тензин. И когда вы слушаете эти лекции, сосредоточьтесь и более внимательно услышите каждое слово, каждое изречение, каждый смысл переданного каждого учителя, которые приезжали в нашу республику в течение 5 лет, начиная с 2015 года. Все материалы, все лекции были систематизированы и закреплены на этой страничке. Далее, по поводу 21 тары, также можете увидеть в интернете, в Ютубе. Там есть восхваление на тибетском языке, на русском языке. Есть также переводы на тувинском языке. И по поводу комментариев на тувинском языке, недавно прошли учения Геше Суртим Таипашкой, и он более подробно, глубоко рассказал о функциональной части каждой тары
что делает Тара, когда она помогает людям. И Тара, она восседает в позе лотоса. Вы представляете ее зеленый цвет, это цвет энергии, это цвет подвижности. Также у Тары правая рука, она спущена вниз, это знак и быстрой помощи людям. Далее левая рука, она держит мудру, дарование защиты. И благодаря 3 драгоценностям мы рассказывали, что такое 3 драгоценности. 3 драгоценности – это драгоценность Дхармы, драгоценность Будды, драгоценность Санхи. То есть Будда, Дхарма и Санха – это 3 наивысшие объекты, и они нам даруют и нам дают полную защиту от сансары, от существования в мировом бытии. Также каждая Тара, она держит на левой руке в жесте, в этой мудре, лепесток утпалы. Утпалы – это голубой цветок, и на каждом цветке имеются атрибуты. Например, это колесо учения. И зеленая Тара, которая держит лотос, утпалу, и на утпале находится колесо учения, это, говорят, это самая главная Тара из всех Тар, потому что эта Тара, она дарует учение, она дает людям знания, она делится со всеми знаниями о жизни, о законах бытия. Также есть Тара, которая держит на руке лук и стрелу. Это означает, что эта Тара устраняет все страхи, которые имеются у человека, все виды демонов, которые могут вредоносно навредить человеку и его жизнедеятельности. И есть еще много других Тар. И мы на следующей передаче более подробно будем рассказывать о богине Зеленой Таре. И мы будем озвучивать эти мантры, будем озвучивать текст на тувинском языке и на тибетском языке. И когда мы визуализируем Тару, нужно представлять на сердечной чакре слог «там», и вокруг этого слога движется мантра «Ом Таре Ту Таре Туре Соха». И так 108 раз вы можете начитать на четках. И когда мы начитываем, мы представляем, как зеленая Тара, она освобождает всех существ от войн, конфликтов, от всех препятствий, от всех невзгод, от всех страданий. И она очень быстро приходит в мир людей, в мир голодных духов, в мир животных, в мир асур. И есть множество миров, и есть, в каждом миру находятся разные существа. И Тара, она очень быстро помогает человеку. И говорят, история рождения зеленой Тары связана с Авалокитешварой. И когда Авалокитешвара хотел помочь всем живым существам, и когда он увидел, что есть очень множество существ, и не каждому можно помочь, тогда его руки были раздроблены на 1000 рук. И это Ченризик, это божество сострадания и 1000-рукий Авалокитешвары, и на каждой руке имеется глаз в 1000 руках. И когда Авалокитешвара заплакал, и слезинки появились, зеленая Тара и белая Тара. Зеленая Тара, она защищает людей от препятствий, а белая Тара – это Тара, которая продлевает человеку жизнь, продлевает или спасает человека от смерти. И когда мы начитываем эти мантры белой Тары и зеленой Тары, тогда есть 100% уверенность в том, что мы будем находиться под защитой 3 драгоценностей, под защитой Будды, Дхармы и Санхи. Спасибо вам большое, до свидания.